Судебную систему принято называть третьей властью. Она гарантирует населению порядок и справедливость, решает споры и судьбы людей. Не случайно в словаре Даля происхождение слова «суд» толкуется от слова «судьба». Всей своей историей и деятельностью судебная система Республики Ингушетия подтверждает это определение. Ингушская судебная система – ровесница республики. 1 августа 2024 года отметила столетний юбилей своей деятельности. Правосудие в ингушском обществе существовало с древних времен. Прообразом современного ингушского суда в древности являлся Мехкхел – совет страны, который объединял в себе функции законодательной и судебной власти. В него входили самые авторитетные представители ингушских тейпов, отличавшиеся в обществе своими высокими нравственными качествами, знанием и умением правильно толковать нормы обычного права. Все вопросы хозяйственной и общественной жизни регулировались и регламентировались адатами и традициями ингушского народа. Со времени принятия ингушами ислама в начале XIX века в Ингушетии также существовали шариатские суды. Вхождение Ингушетии в состав России ознаменовалось созданием различных судов, призванных приблизить местное судопроизводство к судопроизводству Российской империи. На местах стали создаваться светские суды. История судебной системы Ингушетии начинает свой отсчет с 1 августа 1924 года. В этот день был образован Ингушский областной суд, который находился в Владикавказе, и 3 районных суда – в Владикавказе, в Назрани и в Средних Ачауках. Первым председателем областного суда стал Юсуп Тохович Албогачеев. В 1934 году произошло объединение Ингушетии и Чечни в Чечено-Ингушскую автономную область. Верховный суд СССР являлся ее высшим судебным органом. В феврале 1944 года в связи с насильственной депортацией ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию суды республики прекратили свое существование. Как и все остальные, работники судов были репрессированы и высланы. С восстановлением Чечено-Ингушской ССР в 1957 году Верховный суд СССР возобновил свою деятельность. На территории Ингушетии были образованы суды в Назрановском, Малгобекском и Сужинском районах. Несмотря на тяжелые последствия депортации, за довольно короткий период времени, в течение 70-80-х годов XX века, система правосудия Ингушетии не только восстановила утраченные позиции, но и поднялась на качественно новый уровень работы. 4 июня 1992 года образована Ингушская республика в составе Российской Федерации. Впоследствии началось формирование судебных органов Ингушетии. До мая 1994 года судебную власть в регионе осуществлял судебный состав Ставропольского краевого суда в Ингушской республике. Поздравляю всех судей, судебных работников с юбилеем. Желаю, чтобы правосудие было главным в жизни каждого, кто стремится стать судьей, работать в судебной системе. Я хочу сказать от имени всех судей в отставке, от имени судей, которые до сих пор, с которыми я общаюсь в Верховном суде Российской Федерации, очень почетная, очень ответственная, очень нужная народу работа судей. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, чтобы мечты сбылись хорошие. По новейшей истории Верховный суд Республики Ингушетия воссоздан указом президента Республики Ингушетия от 5 мая 1994 года номер 150 об образовании Верховного суда Республики Ингушетия. Первые несколько лет воссозданный Верховный суд Ингушетии располагался в двухэтажном здании Назрановского районного народного суда. В то время в этом же здании находились Министерство юстиции Республики Ингушетия и Ингушское телевидение. Однако, несмотря на стесненные условия работы, осуществление правосудия не приостанавливалось ни на день. В этом году 2 больших события в республике. Это столетие судебной системы республики и 30-летие Верховного суда. Должен сказать, что с момента образования Верховный суд Республики Ингушетия вносит весомый вклад в реализацию положений судебной реформы в Российской Федерации. В настоящее время в суде работают высококвалифицированные судьи и работники аппаратов судов.
И суд работает очень слаженно и пользуется заслуженным авторитетом в Российской Федерации. Я желаю всем судьям, работникам аппаратов судов, всем работникам судебной системы нашей республики здоровья, благополучия и дальнейших успехов во благо торжества закона и защиты прав граждан. Вполне логичным является вопрос, как может исполниться 100 лет судебной системе, если 1 августа 1924 года образован Ингушский областной суд, прообраз современного Верховного суда Республики Ингушетия. Вот в этом-то и заключается уникальность отмечаемой даты, а ответ на вопрос вытекает из истории формирования судебной системы. В результате многих политических перемен, неоднократных изменений статуса Ингушетии, включая присоединение к Чечне, затем депортацию 1944 года, архивные материалы, касающиеся ингушского народа, оказались утерянными. Была проделана большая работа по поиску сведений о судах Ингушетии. В ответе Государственного архива Республики Северная Осетия Алания указывается, что после упразднения Горской республики последними в ее составе оставались две республики – Осетия и Ингушетия. В то время на имя председателя Юго-Восточного краевого суда была подготовлена информация, в которой говорилось: для Осетии и Ингушетии, ввиду их национально-бытовых условий жизни, сохранить отдельные областные суды в том их виде, в каком они функционируют с 1 августа 1924 года. Исходя из этой даты, руководство Верховного суда Республики и Управление судебного департамента в Ингушетии обратилось к региональному парламенту, который принял постановление и установил дату образования судебной системы. В целях поддержания исторической преемственности, укрепления авторитета, сохранения и приумножения традиций системы правосудия, по ходатайству Верховного суда Ингушетии 6 мая 2004 года Народное собрание Республики Ингушетия приняло постановление номер 125, которым установило 1 августа 1924 года датой образования судебной системы в Республике Ингушетия. В соответствии с указом президента Республики Ингушетия от 4 июня 2004 года номер 100, день образования республиканской судебной системы 1 августа установлен праздничным днем. Следует отметить, что Ингушетия является единственным субъектом в стране, в котором день образования его судебной системы считается праздничным днем. Сегодня в судебную систему Ингушетии, составную часть российской судебной системы, входят Верховные арбитражные суды, 5 районных и 1 городской суд, 23 судебных участка мировых судей, в которых работает более 60 квалифицированных судей. Верховный суд Ингушетии входит в систему органов государственной власти республики, наряду с высшим представительным и исполнительным органами власти региона. Является 17-составным федеральным судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории республики и непосредственно вышестоящей судебной инстанции по отношению к районным городскому судам. 5 мая 2024 года Верховный суд Республики Ингушетия отметил одну из юбилейных дат в своей истории – 30-летие воссоздания. Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году судебная система Ингушетии отмечает свое столетие, а Верховный суд Республики – 30-летие воссоздания. Эти юбилейные события являются значимыми для судейского сообщества. Наши предшественники приложили много усилий в решении вопросов формирования и становления судебных органов, от которых нынешнее поколение судей унаследовало бесценный опыт, знания, преданность делу, честность и порядочность. Профессионализм и компетентность судей региона, их принципиальность и беспристрастность помогают восстанавливать справедливость, защищать права и законные интересы граждан и организаций, сохранить и укрепить авторитет судебной власти. В связи с юбилейными датами благодарю ветеранов системы правосудия, действующих судей и работников аппаратов судов за добросовестную работу и большой вклад в поддержание социальной стабильности в республике. Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия. К 30-летнему юбилею разработана и утверждена эмблема Верховного суда Ингушетии, ее описание и рисунок, а также праздничная эмблема. Старейшим из районных судов Ингушетии является Назрановский суд. Он создан 7 марта 1923 года. Судебная система Республики Ингушетия празднует свой вековой юбилей. Это значимое событие не только для судебного корпуса, но и всей республики. В течение 100 лет люди работали, вносили большой вклад в формирование правового пространства нашей страны и развитие общества. Судьи республики стали гарантом прав и свобод граждан. Возраст более чем солидный, не каждая организация может похвастаться таким юбилеем.
Знаменательно, что эта дата совпала с празднованием 30-летия Верховного суда Республики Ингушетия. Судьи и работники аппаратов судов, проявляя высокие профессиональные качества, трудолюбие и моральную ответственность, справляются с большим объемами дел, что свидетельствует об уровне доверия населения к судебной власти. В такую памятную дату мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто стоял у истоков становления правосудия в Республике Ингушетия. Все они отличались высоким профессионализмом, ответственностью и порядочностью, пользовались авторитетом у коллег и жителей республики. Эти люди верно служили закону. За время своего существования судебная система накопила немалый опыт повышения качества судопроизводства и воспитала не одно поколение юристов. Не могу не отметить, что старейшим судом республики является Назрановский районный суд, созданный 7 марта 1923 года. Уважаемые коллеги, поздравляю вас со столетием судебной системы Республики Ингушетия. Желаю успехов в профессиональной деятельности и реализации намеченных планов. После возвращения ингушей из депортации в 1957 году были восстановлены Сунжинские и Малгобекские суды. В ноябре 2004 года состоялось открытие нового здания Малгобекского городского суда. Со временем были образованы Карабалакский, Джейрахский и Магасский районные суды, но уже в составе Республики Ингушетия. Джейрахский районный суд расположен в живописной горной части Ингушетии. Это самый малочисленный суд в республиканской судебной системе, трехсоставный. В июле 2007 года образован Магасский районный суд, самый молодой из районных судов Ингушетии, занимающий первое место в звене районных судов республики по количеству ежегодно рассматриваемых дел. В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие новых зданий Магасского и Карабалакского районных судов. Мировая юстиция Ингушетии играет ключевую роль в судебной системе региона. Мировые судьи судебных участков республики рассматривают абсолютное большинство судебных дел, являются во всех смыслах наиболее близкими к населению представителями судебной власти. Уважаемые коллеги, от имени мировых судей судебных участков Республики Ингушетия поздравляю судей, ветеранов и работников судов с вековым юбилеем судебной системы Ингушетии и 30-летием Верховного суда Республики. Ингушская мировая юстиция прошла сложный путь становления и в настоящее время успешно развивается, эффективно решая поставленные задачи по обеспечению доступности правосудия, быстрому, законному и обоснованному разрешению споров, защите конституционных прав и свобод граждан. Желаю всем, кто причастен к работе судебной системы, успехов и новых достижений, реализации поставленных целей, здоровья, терпения и благополучия. Сегодня в республике в полном объеме функционирует 23 судебных участка мировых судей. Высший арбитражный суд Ингушской республики был образован постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 июля 1993 года. С 1 июля 1995 года на территории республики действует арбитражный суд Республики Ингушетия. За минувший век правосудия в России, в том числе и в Республике Ингушетия, прошло нелегкий путь становления, развития. Образование судов было сопряжено со сложным периодом перестройки, экономики, укрепления и развития государственности, реформирования самой судебной системы. В этой связи хочется отметить тех, кто стоял у истоков развития образования судебной системы. Это знаменательная дата для судебной системы республики в целом, дает прекрасную возможность подвести итоги, определенные итоги проделанной работы. Сегодня можно уверенно сказать, что коллективы судебной системы Республики Ингушетия успешно справляются с поставленными перед нами задачами по отправлению, по качественному отправлению правосудия. В этой связи хочется поздравить, пожелать судьям в отставке, членам их семей, работникам аппаратов судов здоровья, мира, дальнейших успехов в нашей сложной и ответственной
работе. 1 июля 2024 года в городе Магаз началось строительство нового здания арбитражного суда Ингушетии. В соответствии с федеральным законом о судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации создано Управление судебного департамента в Республике Ингушетия, которое с 1 января 1999 года осуществляет организационное обеспечение деятельности районных городского судов, органов судейского сообщества, а также финансирование мировых судей на территории Ингушетии. Уважаемые судьи, коллектив Управления судебного департамента в Республике Ингушетия сердечно поздравляет судей и работников аппарата судов со знаменательной датой – столетием образования судебной системы Республики Ингушетия. Наибольшую стабильность судебной системы Республики Ингушетия получила с образованием в 1994 году Верховного суда Республики Ингушетия, который внес существенный вклад в становление и развитие системы судов Республики Ингушетия, укрепление законности и правопорядка в деле защиты прав и интересов граждан. Также укрепила судебную систему создания судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. За 100 лет судами Республики Ингушетия воспитаны и подготовлены многие высококвалифицированные судьи, достигли уровня Верховного суда Российской Федерации Батхиев Рашид Хусейнович и Фаргиев Ибрагим Аюбович. Ряд судей республики удостоены почетного звания заслуженный юрист Российской Федерации. В день юбилея желаем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей благородной деятельности. Указом президента Республики Ингушетия от 19 октября 2002 года номер 363 образовано Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия, осуществляющее организационное обеспечение деятельности мировых судей региона. В порядке, предусмотренном федеральным законом об органах судейского сообщества Российской Федерации, избраны и функционируют органы судейского сообщества. Работа Совета судей Ингушетии строится исходя из насущных потребностей судейского сообщества республики. На заседаниях Совета судей обсуждаются вопросы судебной практики и совершенствования законодательства, судейской этики и урегулирования конфликта интересов, представления интересов судей в государственных органах и общественных объединениях и другие. В этом году судебная система Республики Ингушетия отмечает свой 100-летний юбилей. Также Верховный суд Республики отмечает 30-летний юбилей с момента создания. За это время судебная система региона прошла сложный, но достойный путь своего восстановления и последующего развития. От имени Совета судей региона я выражаю благодарность ветеранам судебной системы, действующим судьям, работникам аппаратов судов за их весомый вклад в деле развития и становления судебной системы. Я желаю крепкого здоровья, желаю неиссякаемой энергии действующим судьям и работникам аппаратов судов в каждодневном труде во благо развития республиканской судебной системы, являющейся неотъемлемой частью судебной системы нашей страны. Важнейшим звеном в системе органов судейского сообщества является квалификационная коллегия судей республики. Главное назначение этой структуры состоит в формировании высокопрофессионального судейского корпуса. Именно квалификационная коллегия проводит значимую по содержанию и большую по объему работу, связанную с отбором профессионально подготовленных и имеющих необходимые моральные и деловые качества кандидатов на судейские должности. Согласно законодательным требованиям в Ингушетии была введена такая структура, как экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи, призванная установить наличие профессиональных качеств у претендента, соответствующих требованиям, предъявляемым законом к соискателю высокого звания судьи. В 2014 году в целях обеспечения эксплуатации программно-технических средств Газправосудия, обеспечения поддержки пользователей Газправосудия, хранения и автоматизированной обработки судебной информации, включая электронные архивы судебных дел, интеграция информационных ресурсов и данных судебной статистики, создан филиал ФГБУ и ААТ Судебного департамента Республики Ингушетия. За вековой юбилей судебная система Ингушетии прошла непростой, но по-своему достойный исторический путь. Достигнуты серьезные успехи в деле отправления правосудия, главным показателем которого является доверие граждан. Количество рассмотренных судами республики дел ежегодно растет, однако, несмотря на возрастающую нагрузку, дела рассматриваются в установленные законом сроки и со стабильно высоким качеством. Только за последние 15 лет судами общей юрисдикции и арбитражным судом Ингушетии рассмотрено свыше 600 тысяч дел и материалов. Востребованность электронных ресурсов судебной системы значительно увеличивается. Сегодня все суды республики оснащены системами видеоконференц-связи, программно-аппаратными комплексами аудиопротоколирования, внедрено автоматическое распределение судебных дел, реализована возможность подачи процессуальных документов в электронном виде. Еще 15 лет назад обстановка в республике была весьма напряженная.
разгул преступности, многочисленные случаи посягательства на судей в связи с их служебной деятельностью, убийство 2 заместителей председателя Верховного суда республики. Была проделана колоссальная работа по укреплению судебной системы Ингушетии. Налажено конструктивное взаимодействие с государственными, правоохранительными и иными органами, что способствует созданию условий для безопасной работы судов и позволяет судьям в полном объеме осуществлять свою деятельность по отправлению правосудия. Важным направлением в работе судов является обеспечение доступности, открытости и прозрачности правосудия. На постоянном контроле находится работа по взаимодействию со СМИ, информационному наполнению официальных сайтов судов. В информировании граждан о работе судов возрастает роль социальных медиа. Все суды республики ведут свои официальные аккаунты на платформе ВКонтакте, а Верховный суд Ингушетии представлен еще и в социальных масс-медиа Telegram и YouTube. Судебная система Ингушетии – участник таких проектов Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, как Всероссийский судебный марафон 2023 с видеороликом о развитии международного судебного сотрудничества, Тайны Фемиды с материалом архивного уголовного дела о сгоревшем в 1994 году рейсовом автобусе, Всероссийского конкурса пресс-служб судов с видеороликом «Правосудие народа. Что значит быть присяжным заседателем», пилотного проекта РАПСИ по размещению в социальной сети ВКонтакте публикации о деятельности российских судов и информации на правовую тематику. Общественная жизнь в судейском сообществе развивается не менее активно, чем профессиональная деятельность. Различные мероприятия – культурные, досуговые, спортивные – способствуют сплочению коллектива. При их помощи формируются, сохраняются и передаются традиции молодому поколению представителей судебной системы республики. Большое внимание этому направлению уделяет Верховный суд Ингушетии и Совет судей республики. В целях популяризации здорового стиля жизни, привлечения судей и работников аппаратов судов к занятиям физической культурой и спортом в декабре 2022 года была сформирована футбольная команда судебной системы Республики Ингушетия. Команда имеет свою эмблему, атрибутику, единую спортивную форму, активно выступает в мини-футбольном чемпионате Ингушетии среди министерств и ведомств, принимает участие в иных межрегиональных спортивных турнирах. В честь ознаменования 20-летия Совета судей Ингушетии в 2022 году и в преддверии столетия республиканской судебной системы и 30-летия Верховного суда Ингушетии в июле текущего года проведены турниры по стрельбе из спортивного лука среди судей и работников аппаратов судов на Кубок Совета судей Ингушетии. Судьи и госслужащие с пониманием относятся к проблемам воспитания и обучения ребят, оставшихся без попечения родителей, и периодически с благотворительной миссией посещают воспитанников Троицкого детского дома-интерната, радуя детей подарками и сладостями. Под эгидой Верховного суда Ингушетии и регионального совета судей проводятся мероприятия по сохранению истории судебной системы Ингушетии. В этом году в Главном суде республики состоялось открытие портретной галереи председателя Ингушского областного суда Верховного суда Республики Ингушетия, а в Ингушском музее краеведения выставки судебной системы Ингушетии «100 лет на службе закону», на которой были представлены тематические стенды, посвященные истории становления и развития системы правосудия и судопроизводства на территории Ингушетии. Судьи и работники аппарата судов являются постоянными участниками Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». В целях повышения юридической грамотности подрастающего поколения, формирования позитивного отношения к российской судебной системе в судах республики проводятся экскурсии для школьников и студентов. В 2024 году Ингушетия отмечает сразу 2 вековых юбилея – столетие образования республики и столетие республиканской судебной системы, а также 30-летие Верховного суда Ингушетии. Региональная судебная система с благодарностью и уважением вспоминает имена ингушских судей, стоявших у истоков становления правосудия республики, работавших в период восстановления национальной государственности ингушского народа. Это Ибрагим Тасиевич Калоев, Магомед Абдулаевич Ханиев и Магомед Асламбекович Индиев. Навсегда в памяти останутся имена Константина Дмитриевича Бурмистрова, Павла Сандровича Мадебадзе, Багаудина Мажитовича Горданова, Идриса Абоевича Албастова, Азаматгирея Орсовича Чениева, Михаила Васильевича Задворного, Ибрагима Аюбовича Фаргиева и многих других. Дорогие друзья, в этом году Республика Ингушетия отмечает 3 исторически значимые даты. Это столетие судебной системы, 30-летие Верховного суда Республики Ингушетия и столетие республики. Становление судебной системы Республики Ингушетия происходило в сложных условиях. В истории судебной системы были разные периоды, но судьи всегда справлялись с самой важной задачей –
это задачей осуществления правосудия в целях реализации гарантированных Конституцией России прав, законных интересов граждан. В новейшей истории России Верховный суд Республики воссоздан на основе указа президента Республики Ингушетия 6 июля 1994 года. В последующем все судьи, установленные в Конституции России, назначались на должность. Мне посчастливилось работать в Верховном суде Республики Ингушетия в качестве руководителя суда и, познакомившись с судьями, с работниками аппарата суда, с ветеранами судебной системы, я убедился, что это самое ценное достояние судебной системы. Сердечно поздравляю всех судей, ветеранов, работников судов с этими замечательными юбилейными датами. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Заслуживают самых добрых слов судьи в отставке, проработавшие в судебных органах несколько десятков лет. Рашид Хусейнович Батхиев, Дауд Хасанович Албаков, Итимат Хажахметовна Бузуртанова, Борис Уцеевич Цицкиев, Хаджимурат Хусейнович Хамхоев, Батыр Юсупович Таудиев и другие ветераны судебной системы, а также судьи, трагически погибшие в связи с осуществлением профессиональной деятельности Хасан Ирагиевич Яндиев и Аза Адолповна Газгиреева. На протяжении века ингушская судебная система шагала в ногу со временем, развивая и совершенствуя систему отечественного правосудия на территории республики. 30-летие главного суда региона и Верховного суда Ингушетии отмечено существенным вкладом в процесс развития и качественного преобразования в судебной системе, успешным освоением современной правовой базы судопроизводства, внедрением новых подходов в судебную практику, которые были бы невозможны без сплоченного коллектива, сильного судейского корпуса и работников аппарата суда. Судебная власть – важнейшая составная часть и опора российской государственности. За вековой юбилей судебная система Ингушетии внесла неоценимый вклад в развитие и укрепление правопорядка на территории региона, заняла достойное место в российской судебной системе, сохраняя многолетние традиции высокоэффективного и качественного отправления правосудия.